Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем нашу передачу из цикла «Полезные советы». На этот раз я хочу вам рассказать о том, как расторгается брак между супругами. Это производится в соответствии с статьей 20 Семейного кодекса Кыргызской Республики в административном порядке или судебном порядке. Сегодня мы поговорим о том, как брак расторгается в административном порядке, то есть это через органы записи актов гражданского состояния, совершенно органы ЗАГС. Ну, значит, нужно иметь в виду, что через органы ЗАГС расторжение брака производится, если у супругов отсутствуют общие дети и если у них нет имущественных споров. В других случаях, если есть дети или есть имущественные споры, расторжение брака производится в судебном порядке. Что это для этого нужно делать? Для этого супругам надо подать совместное заявление о расторжении брака в органы ЗАГС. И это заявление должно быть совместным. То есть каждый супруг должен, значит, заявление подать, что он разводится. Если кто-то один из супругов не может прийти в ЗАГС для подачи заявления, то его заявление должно быть в обязательном порядке заверено нотариусом в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об актах гражданского состояния в Кыргызской Республике. Повторяю, заверяется только нотариусом, а не начальником учреждения, руководителем учреждения или главврачом стационара медицинского или командиром войсковой части, как это обычно происходит с доверенностью. Нет, в отличие от доверенности, именно заявление о разводе, о прекращении брака должны заверяться только нотариусом. И второй момент. Бывает так, что у супругов нет общих детей, но есть усыновленные дети. Если усыновлен ребенок, но он усыновлен только одним из супругов. Как в таких случаях решается этот вопрос? Значит, согласно пункта 1 статьи 20 Семейного кодекса Кыргызской Республики, в этом случае расторжение брака производится в органах ЗАГС. Ибо в таком случае считается, что ребенок усыновлен только одним из супругов, он не является общим ребенком, второй супруг к нему никакого отношения не имеет, никаких прав на него не имеет, никаких обязанностей не несет. Поэтому считается, что у супругов нет общих детей, и расторжение, соответственно, производится через органы ЗАГС. И, значит, расторжение брака в этом случае проводится через 1 месяц после дня подачи заявления совместно. Если кто-то, один из супругов, не может участвовать в расторжении брака, тут достаточно присутствия одного из супругов. В этом случае органы ЗАГС производят расторжение брака, и в этом случае они не имеют права устанавливать, почему разводятся супруги, не проводят расследование, исследования, не дают испытательные сроки, нет. Их задача только зафиксировать факт расторжения брака. Только это их обязанность. Все остальное, как я сказал,
не входит в их компетенцию. Ну, есть отдельные случаи, когда подача заявления в ЗАГС о расторжении брака может быть подан только одним из супругов. Какие это случаи? Эти случаи подробно описаны в пункте 2 статьи 20 Семейного кодекса Кыргызской Республики, где указано, что расторжение брака производится в органах ЗАГС в следующих 3 случаях. Первое. Если один из супругов признан безвестно отсутствующим. Второе. Если супруг признан недееспособным. И третье. Если супруг или супруга осужден судом к лишению свободы сроком более 3 лет. То есть, если его посадили на срок более 3 лет, в таком случае второй супруг имеет право подать заявление в ЗАГС о расторжении брака. И в этом случае уже не учитывается, есть ли у них общий ребенок или нет, в обязательном порядке уже проводится расторжение брака. Но для того, чтобы орган ЗАГСа принял такое решение, надо подать соответствующее заявление по месту регистрации брака и приложить к нему копии решений суда о признании человека безвестно отсутствующим, о признании его недееспособным и копию приговора о том, что он лишен свободы на срок более 3 лет. И в этом случае уже орган ЗАГСа уже обязан зарегистрировать расторжение брака. То есть они не имеют права уже в этом случае тоже допытываться, почему происходит расторжение брака. Но у них в этом случае есть обязанность обязательно сообщить о дне рассмотрения заявления о расторжении брака попечителю недееспособного, опекуну недееспособного супруга или управляющему имуществом безвестно отсутствующего супруга. А если их нет, и если они отсутствуют, то они обязаны в течение 3 суток, 3 дней сообщить об этом в орган опеки и попечительства, чтобы они смогли принять участие в рассмотрении заявления о расторжении брака. Это делается для того, чтобы защитить права второго супруга. Ну, как в первом случае, так и во втором случае расторжения брака в органах ЗАГС супруги имеют право вернуть себе добрачную фамилию или остаться в той фамилии, которую они получили во время вступления в брак. Это их право выбирать, какую они будут носить фамилию. Никто в этом случае их не может принуждать к тем или иным действиям. Вот это пока все, что я хотел вам рассказать. На следующей передаче мы с вами поведем речь о том, как производится расторжение брака в судебном порядке. Там, сами знаете, бывает, часто возникает спор, с кем будут проживать дети, кому какое имущество должно отойти. Очень скандальные бывают такие бракоразводные процессы. И вот я вам расскажу, как наиболее эффективно защитить в этом случае свои права. На этом я заканчиваю свою передачу.
свидания, до новых встреч.